Сейчас время нашей традиционной рубрики «Неделя в столетии», посвященной столетию ТССР. Чем запомнилась эта неделя? Очень важной датой. 13 октября 1941 года Государственным комитетом обороны СССР было принято постановление о строительстве оборонительных рубежей на Волге и во всем Поволжском регионе. Это один из героических и трагических моментов военной истории народов республики. Проект Волжского оборонительного рубежа как второй линии обороны проходил по территории 3 республик – Татарстана, Чувашии, Мариэл. Он опоясывает полукольцом Казань и Зеленодольск. Строительство грандиозного военно-инженерного сооружения, подвиг простых жителей до сих пор малоизучены. Герои Казанского обвода не названы поименно, не установлены имена и места погребения умерших на выполнении важного военного задания по защите страны от врага. Наверное, эта часть истории войны тоже может стать темой для изучения поисковиками Татарстана. Светлана Спирина продолжит. Казанский оборонительный рубеж. Как мало о нем известно, ведь гриф совершенно секретно с документов сняли еще в 1995 году. Но за это время ничего не изменилось. На страницах газет и журналов советского времени о Казанском оборонительном рубеже писали всего несколько строчек. Да, был такой Казанский обвод, но вот какой героической ценой он был построен, ни слова. Сегодня мы нашли этот небольшой участок Казанского оборонительного рубежа в Апастовском районе. Но и о нем информации очень мало. Ведь большинство участников тех событий, окопники, уже давно покоятся здесь, на соседнем кладбище. О том, что это и есть участок Казанского обвода, знают только местные жители. Это все, что осталось от настоящего памятника героизму наших земляков. Из более чем 300 километров оборонительных сооружений почти ничего не осталось. В 70-х годах информация о рубеже еще под грифом «секретно», и земли все официально были признаны подлежащими рекультивации. Казанский обвод – одна из самых трагичных страниц военной истории Татарстана. Информация о строительстве обвода настолько противоречива, что до сих пор нет ясности, сколько человек в действительности работали на нем. По последней информации краеведов, оборонительный рубеж был построен силами более 1 миллиона человек. На нем работали жители из 37 районов республики, Казани и других крупных городов. Больше всего окопников из Апастова. 11 тысяч местных жителей ушли на фронт, и почти такое же количество солдат без шинелей. 10 тысяч человек вели бои здесь, на строительстве обвода. И вот что пишет в своем дневнике Бари Мифтахов, один из организаторов работ на строительстве обвода в Апастово. 28 октября 1941-го в массовом порядке стали приезжать председатели колхозов из разных районов. На следующий день приехали рабочие из Сабов, Кукмара, Казани. Больше всего рабочей силы прибыло из Казани и Зеленодольска. Таким образом, в колхозах приостановили сдачу урожая государству. Она единственная из своего класса, кто сегодня продолжает жить. Судьба ее выпуска трагична. 21 июня 41-го получили аттестаты. 22 июня все мальчишки-одноклассники ушли на фронт. 6 погибли в первые месяцы войны. Вернулись только 3, но и они ушли из жизни почти сразу после войны. Нет, мы не плакали. Я с детства пела. Когда садились поесть все вместе с рабочими, папа просил меня спеть всего пару песен. Времени, говорит, мало, они-то тебя готовы слушать хоть весь день. А нужно работать, а не петь. Рафиге Апет 96 лет. Она до сих пор помнит свои песни, что помогали выжить на строительстве Казанского обвода. Они согревали и дарили надежду. Кто работал в колхозе, у кого хоть какие-то орудия сохранились, все несли. Лом, большие лопаты, маленькие лопаты. Папа и мне нашел одну лопату.
Вот так мы и работали. Трудное было время. Паёк давали, ну чё уж там, 200-300 граммов. Утром вставали в 6 утра, а возвращались только в 7 вечера. 40 градус, 41 градус. Было очень холодно, 40-41 градус. Сплюнешь, бывает, на землю, а слюна сразу замерзает. Вот так мы работали. Рафига Апас вспоминает, что морозы бывали и под 45 градусов, но работа не останавливалась ни на минуту. Рыли, копали всеми подручными средствами, а это лом, кирка да лопата. Люди обвязывались веревками по 20 человек, чтобы их не сдуло ветром. Земля была настолько промерзшей, что с трудом откалывался кусочек размером с орех, а размер окопа – 7 метров шириной и 3 метра в глубину. Норма выработки составляла около 2 кубометров грунта на человека. Рабочий день длился по 16 часов. Взрывчатка для подрыва грунта появилась только в последние месяцы строительства, в январе 42-го, пишут историки. В том же дневнике Бари Мифтахова мы нашли информацию о том, что взрывчатку стали использовать уже в декабре 41-го. Постепенно холодает. Во второй половине декабря температура воздуха достигла 40-45 градусов. Теперь нет возможности работать с орудием. Поэтому по просьбе управления привезли специальное оборудование для того, чтобы производить взрывы. В деле Казанского обвода до сих пор много парадоксов и где-то даже трагических неясностей. До сих пор непонятно, почему жители Апастовского района отправлялись рыть окопы в Спасский район, а жители Спасского района, наоборот, направлялись сюда, в Апастовский. Причем все окопники оставляли дома своих детей, ведь преимущественно окопы рыли именно женщины. Впрочем, парадоксов при подготовке и строительстве обвода будет еще немало, и этот, наверное, самый незначительный. Людей сажали на подводы, в эшелоны, на баржи и в грузовики и доставляли в районы строительства. А что делать дальше, неизвестно. Где рыть, как и чем. Только когда на места стали прибывать специально обученные военные, работа закипела. Из Казани приехала, значит, спартаковские коллектив, участники. В автобусе 25 человек. На 25 человек в первых порах, это 41 октября было, на всего человека было 1 лом и 1 лопата. Директор лесопильного завода перед отправкой рабочих на окопы забрал у них и сдал в кладовую спецодежду. На 3500 человек, направленных на строительство оборонительных сооружений из Кировского района Казани, было всего 74 лопаты. Прямо с занятий на строительство Казанского обвода направили 209 учащихся речного техникума, без теплой одежды и обуви. Как реагировали на эти жалобы? По законам военного времени. Уже в конце октября 41-го по секретному приказу прокурора ТССР на каждый строительный участок для решительной борьбы с дезорганизаторами и саботажниками выделяется по 1 работнику прокуратуры. Марзия Апас вспоминает, как некая женщина из Казани по имени Екатерина на лошади объезжала участки строительства и контролировала каждый шаг. Окопы состояли из нескольких слоев. Вот такой ширины. Папа сделал лом толщиной с мою руку. Мы 3 девчонки. Этим ломом били землю. Так мы 3 месяца работали. Марзия Апа обморозила на строительство ноги. Болезнь так и преследует ее всю жизнь. Воспитала 8 детей. Всю жизнь трудилась в колхозе. Сегодня ей уже 96. Но все горести Казанского обвода помнит до сих пор. Еще в 2000 году где-то около 536 человек были живые. Это участники. Сейчас уже их уже очень мало остались, кто за 90. Сегодня в Апастовском районе проживает около 20 участников строительства Казанского обвода. Директор местного музея Рамис Нагманов может похвастаться как уникальными экспонатами, когда мамонты еще живы были, так и уникальным стендом, наверное, единственным во всей республике. Стенд, посвященный строительству оборонительного рубежа. Рамис Абы искренне переживает и недоумевает, что и к 75-летию Победы рассекреченных архивов по Казанскому обводу не стало больше. Очень ждут в Апастово к этой знаковой и важной дате установки памятного знака «Казанский обвод». Его уже открыли в Болгаре и Зеленодольске. Надеемся, что к юбилейной дате память солдатов без шинели увековечат и в Апастово. Оборонительный рубеж – это бесчетные тонны выкопанной земли для окопов и противотанковых рвов. 331 километр оборонительной линии, 931 ЗОТ, 392 командных пункта, 419 землянок. Укрепления были сделаны за 4,5 месяца. Будет ли когда-нибудь известно количество погибших на строительстве Казанского обвода? Думаем, нет. Они умерли не от немецких бомб и газов в концлагерях. Одних унес тиф, других – голод и холод. Кстати, в июле 42-го и августе 43-го с немецких самолетов-разведчиков были сделаны снимки оборонных предприятий Казани и Зеленодольска.
подступах к столице Татарии, оборонительных сооружений Казанского обвода. У фашистов, судя по всему, еще теплилась надежда осуществить свой план выжженной земли за Волгой. Но наши войска уже шли на запад. Светлана Спирина, Андрей Ключников, 7 дней.